Отрывок из романа Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». Глубокой осенью, самое предзимье, ледовитый океан страшен. Он высоко бросает эсминцы. Мрак долгой ночи уже нависает над волнами. Радисты мучаются на вахтах, ибо радиопосылки штабов разрушаются треском разрядов полярного сияния. В одну из таких ночей, в мороз и ветер, миноносцы вышли из Ваенги, чтобы отконвоировать Киркинесс 3 корабля. Это были транспорты, трюмы которых забиты подарками норвежцев из Советского Союза. Хлеб, медикаменты, строительный лес и прочее. На скорости эсминцы своими скулами гулко выбивали из волн каскады брызг, и брызги смерзались на лету, словно пулями осыпая стекла рубок. Один из транспортов в составе эскорта показался мне знакомым по силуэту. И я спросил сигнальщика: «А кто это нарезает по правому от нас траверзу?» «Это Волхов, госпитальный. Старый знакомый на этом судне. Я плыл с Саламбы на Соловке». Между тем обстановка в океане была тревожной. Фашисты резко увеличили за полярье количество подводных лодок. Под конец войны их подлодки значительно усовершенствованы, покрыты слоем изоляционных пенопластиков, чтобы затруднить их обнаружение в воде. Они имели дыхательные хоботы, шнорхели и широко применяли акустические торпеды, целившие машину или под винты кораблей. К утру я почувствовал себя скверно. Разламывалась голова. Раз, наверное, 15, за ночь меня срочно вызывали на мостик, чтобы снять с навигационной оптики пленку льда. Из духоты кубриков на мороз, обратно в люке валишься мокрый. Хоть выжимай, зуб на зуб не попадет. Заболели многие, особенно наружная команда. Но своих постов, конечно, никто не покинул. Вот и день настал, серый. В сером тумане качали серые тени кораблей. Я прилег на рундук, как вдруг раздался взрыв, и тут же проиграли тревогу. Подлодка противника торпедировала Волхов, от которого мгновенно не осталось и следа. Только где-то очень далеко прыгали на волнах головы людей, будто в море кто-то побросал мечи. Пока миноносцы вели гидропоиск, наш эсминец пробежал над местом гибели корабля. Люди с Волхова еще плавали, ибо их держали на волнах спасательные жилеты, надутые воздухом. Но все они, пробыв в море не больше 5 минут, были уже мертвы. В Баренцевом море разрыв сердца от резкого охлаждения почти неминуем. Кое-кого удалось подхватить из воды. Их складывали на цементный пол душевой. Мимо меня матросы принесли женщину в кителе и юбке, в женской форме флотского офицера. Волосы ее висели длинными ледяными сосульками, вмиг закостенев на морозе. Женщина была врачом. Это был тяжелый поход, полный жертв. Волной смыло с эликонов 2 автоматчиков. Спасти их было никак невозможно, и эсминцы прошли мимо. Когда пришли в Киркинесс, очень многих командах глушевали и с трудом несли вахту. Миноносцы развернулись и, набрав побольше оборотов, давали до дому узлов 18. На скорости пена полетела еще выше. Короче говоря, когда мы пришли в Ваенгу, на пирсе уже поджидали санитарные машины, и заболевших повезли в госпиталь. Ехать было недалеко, до Губы Грязной, где средь голых сопок стоял 5-этажный корпус госпиталя. Тут я даже обалдел. После 2 лет жизни на корабле, среди люков, горловин и трапов, так странно было видеть обыкновенные двери и окна, стоять не на железе, а на деревянных половицах. На первых порах меня поместили в палату для умирающих. Молодость не хочет думать, что любая жизнь имеет скорбный финал, а потому я с любопытством вступил в страшный мир мучительных стонов и хрипов, свиста кислорода, рвущего из баллонов в омертвевшие легкие, в запах предсмертного пота. Сейчас я понимаю, что был тогда безнадежно глуп, и помню, радовался, что попал в компанию умирающих, потому что в этой палате не надо было делать по утрам физзарядку. Возле меня лежал молодой парень, летчик, ничем не примечательный. Когда его накрывали простыней и вынесли, в палату вошел плачущий полковник флотской авиации и вынул из-под подушки летчика звезду Героя Советского Союза. Так я познавал жизнь. Возле окна лежал молоденький солдатик и все время порывался что-то спросить у меня.
Мы с ним встретились после войны. Это был Ленька Тепляков. Странно, но так было и оно. Лежа в одной палате, мы не узнали друг друга. Вот как изменяет людей война. Скоро главный врач госпиталя отправил меня в команду выздоравливающих. И тут же сбежал на эсминец. Снова меня закачало на волне.